Школьники Вильгарта сегодня получили свидетельство об успешном завершении профобучения. Направление следующее: секретарь-администратор, повар и слесарь по ремонту автомобилей. Пригодится ли подросткам их первая в жизни корочка, расскажет Анна Зубрева. Уже в свои 16 лет они секретари, повара и слесари. В Республиканском агропромышленном техникуме сегодня получают свидетельство 67 подростков. Они умеют что-то готовить, они умеют находить тот узел у механизма, они понимают, что нужно с этими узлами и двигателями делать. То есть я считаю, что все, кто сегодня в зале, большие молодцы. Школьников в коме с ноября прошлого года обучали также на медсестер, продавцов, парикмахеров, сантехников, электромонтеров, водителей цветочниц. И это далеко не полный список. Образовательные курсы были разработаны именно по тем специальностям, которые сегодня востребованы на рынке труда. Что повар, муж будет сильнее любить девчонок, что слесарь, автомеханик. Сегодня у нас у каждого в семье есть одна, а то и две машины. Нужная профессия, нужная. Я уже не говорю о секретаре, администраторе. Сегодня на каждом предприятии, в каждой организации, да я бы сразу пригласила их потренироваться, попрактиковаться в летний период и у нас в администрации. Хотя сперва школьники и их родители переживали за дополнительную нагрузку. Все-таки в 9 классе нужно готовиться ко всероссийским проверочным работам, итоговой государственной аттестации, и еще и тут сдавать экзамены. Но мы смогли убедить как ребят, так и родителей в том, что это образование им нужно, что да, трудно, но это поможет, именно почему в 9 классе, потому что это им поможет адаптироваться к парной системе получения знаний, а не к урочной. Это им поможет организоваться, как-то быть более ответственным. Замдиректора первой школы удивляется, что большинство их учеников захотели получить навыки секретаря-администратора. Возможно, потому что будущая профессия связана с делооборотом. К слову, занятия проходили раз в неделю, включали как практику, так и теорию. Дети в итоге в восторге. Да, было интересно. Полезно было точно, да. Да, год незаметно пролетел на самом деле. Учителя старались грамотно преподать материал и найти с нами общий язык. Было очень интересно, мы узнали много новых рецептов. Мы изучали, как делать документы, как его составлять. Я уверен, что эти знания тоже не будут лишними. Программа профобучения школьников в коме проходит по поручению главы и охватила в этом году 1400 учащихся региона. Работу однозначно планируют не только продолжать, но и наращивать. Об этом Владимир Уйба заявил еще зимой. Очень важно как можно раньше помочь подросткам понять, их это или нет. Тогда они не потеряют самое ценное, что у нас есть – время. Анна Зубрева, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.